Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Козгарас». И, пожалуй, я начну с представления моего гостя. Сегодня это первый вице-министр энергетики Республики Казахстан Узакбай Сулейменович Карабалин, с которым мы проведем беседу о бензиновом кризисе, о настоящем и будущем отечественного энергетического сектора. С конца августа топливо подорожало в среднем на 15%. И это еще не предел. Бензина всех не хватает. Отпускают только по талонам. У автозаправочных станций в некоторых городах устраиваются очереди. Мы вынуждены завозить ГСМ из России, хотя сами добываем нефть. Если у соседей цены на бензин поднимаются, то растут они и в Казахстане. Автовладельцы по возможности запасаются бензином, а таксисты поднимают тарифы. Стоимость проезда в городских автобусах уже подорожала. Нефть дешевеет, а бензин дорожает. Власти призывают водителей ходить на работу пешком и пересаживать их на малолитражки. Уважаемые телезрители, вопросы гости вы можете задавать в прямом эфире по телефону 55 37 10 или написать на моей страничке в Фейсбуке или Твиттере. Тағы да айтқым келеді, біз екеуміз де қазақ болғаннан кейін сұрақтарды қазақша болса қоя беріңіздер, құрметті көрермен. Узакбай Сулейменович, неожиданно так получилось, что подорожал бензин. С чем это связано? Ну, на самом деле, в этом, я думаю, неожиданности нет. Дело в том, что на сегодняшний день основные наши три нефтеперерабатывающих завода, которые имеют солидный возраст, конечно, обеспечивают продукцией нашу страну где-то на 70%. И на 30% мы традиционно уже несколько лет покупаем горюче-смазочные материалы из других стран, в первую очередь из России. Между Россией и Казахстаном есть межправительственные договоренности о том, что ежегодно по индикативному плану мы обозначаем, сколько нам нужно получить из России, в том числе разделяя бензин, из топлива и так далее. И обычно у нас это проходило без особых, как говорится, волнений или же вот таких случаев, которые сегодня мы наблюдаем. Ежегодно мы получали оговоренный объем. В этом году, например, по индикативному плану бензина мы должны получить около 1 миллиона тонн. Можно сказать, что если говорить о автобензинах, например, мы потребляем 4 миллиона 200 примерно в год, а производим порядка 3 миллионов. Поэтому около 1 миллиона тонн нам всегда нужно закупаться. Это автобензин, да? Автобензин, да. И мы действительно вот это обозначили в наших межправительственных соглашениях. И на сегодняшний день ситуация немножко осложнилась в самой России. Это Качинский где-то завод, да? Вы, наверное, слышали, да. Ачинский завод, произошел пожар, аварийные ситуации. И, к сожалению, такие ситуации, не прям такие, но тем не менее ситуации, серьезно повлиявшие на выпуск продукции, произошел и в Рязани, и в другом нефтеперерабатывающем заводе. Поэтому сегодня у России самой оказался не дефицит, но во всяком случае излишки, которые раньше свободно хватало для нас, они были ограничены. И в связи с этим сегодня есть ограничения в поставках для нас. Еще второй момент заключается в том, что если посмотреть цены в России и у нас, конечно, это разные цены на бензин и на горюче-смазочные материалы. Если просто сравнить в тенге, то получается в России А80 где-то стоит 141 тенге. У нас 89. В сравнении с нашим, да? Да. Если в тенге сравнивать, как яблок с яблоком, а у нас 80, намного дороже получается. 89 да? У нас, да. Если говорить о бензине АИ-92, который волнует нас сейчас особо, это 155 у них, и мы даже вот при последнем удорожании правительство разрешило только до 128. 128 тенге. Да, это 27 тенге разница. И государство берет на себя эти расходы, получается, да? Нет, на сегодняшний день ситуация такая, что любая компания может купить в России нефтепродукт, завозить к нам и продавать. Это никому не запрещается все. Но при такой разнице, конечно, получается, это не всегда можно получить какую-то прибыль.
это можно в приграничных районах работать в ноль. А если поглубже сюда, транспортные расходы в центр и на юг Казахстана, это уже получается минус. И поэтому на сегодняшний день таких, как говорится, бизнесменов не находится, которые могли бы завести. Поэтому правительство приняло решение как бы поручить национальной компании «Казмунайгаз», чтобы они завозили нефтепродукты с регулируемыми ценами, это АИ-92, дизтопливо и А-80, чтобы завозили в убыток, как говорится. Если вот так приблизительно посчитать, до конца года «Казмунайгаз» тогда, получается, берет на себя убыток почти от 6 до 10 миллиардов тенге. Это зависит от того, по какой цене удастся купить. И еще один момент есть в том, что сегодня при такой ситуации, которая сложилась внутри России, «Казмунайгаз», заключив договора с несколькими заводами, там Башнефть, Роснефть и другими, на бензин 69,5 тысяч тонн сегодня законтрактованные, не можем вывести, потому что на сегодня нам не отгружает. Об этом мы продолжим. Да. У нас телезритель. Тыңдап отырмыз сізді. Айта беріңіз. Ассаламу алейкум, Ира. Уалейкум салам. Бұл Мейрамбек Еламан, Орал қаласынан хабарласып едік. Иә. Жалпы осы Орал қаласындағы бензин тапшылығы әлі де сезіліп жатыр. Бірақ қымбатшылық бар, иә. Бірақ бензинде тапшылық бар. Сұрақ мынадай болып тұр. Осы тапшылық қашанға дейін болады? Ақпарат құралдарында қазан айының соңына дейін деп жазылған екен. Жақсы. Рахмет, түсінікті. Қалай айтасыз? Бұл тапшылық әрине мына қазіргі кезде біз жанар-жағармайды бір жағынан мына егіннің орақтың кезі ғой. Бұл кезде дизтопливо тағы басқа ауыл шаруашылық жұмыстарына өздеріміздің ауыл шаруашылық министрімен бірге тағайындаған графигіміз бар. Сол бойынша қазір беріп отырамыз. Бұл деген номер бірінші біздің приоритетіміз. Бүгінгі күнде. Орақ жиналмай, әрине оны қазір мына өзгере қояды деп айтылуға қиын. Бірақ та жаңа айтып отырған біздер 69 мың тонна бензинге уәделесіп қойдық. Контракты нетіліп тұр, қол қойылып тұр. Оған ақшасы бір бөлігі төлеуіліп тұр. Бірақ та біз осы сентябрь қыркүйектің кезінде 9 мың тоннан артық әзір алған жоқпыз. Сондықтан үкімет орнында мына біздің министерство арқылы Россияның энергетика министрімен бүгінде біздің министр сөйлесіп жатыр. Замдармен мен сөйлесіп жатырмын. Енді премьерге де хат кетті біздің премьерден. Неғұрлым бізге мына нені жылдамырақ жіберу жөнінде. Бұл енді ол да өзінің нәтижесін беретін болар деп ойлаймын. Себебі бәрі келісілген, ақшасы төленген заттар. Енді дегенмен оны қазір келсе қойған кезде де ол жерден алып келуге бір 10 шақты күн керек. Сол себептен жаңа айтып отырған октябрьдің ортасына дейін тапшылық әлде де байқалып отырады. Сол енді біздің ойымыз тек қана жаңа Ресейге ғана қарап отырмай, әлде де басқа жерден қандай мүмкіншілік бар деп, оны мысалы Беларусьтан, Әзербайжаннан, Қытайдан, олармен де келіссөз жүргізіп, кейбіреулермен қол қойылғанда бір бөлек неміз бар. Әзербайжаннан осы келесі аптада бір 5 мың тонна күтіп отырмыз. Кейін одан да тағы да көбірек болады. Сосын Қытаймен де келіссөз жүргізіп, ол жақтан да қазір біздің берген мұнайымыз бар, толлингпен алатын, тағы да бұлай да сатып беруге бізге сондай келісімдер болып жатыр. Тағы да сұрақ бар екен. Тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Алло. Иә. Саламатсыз ба, Ира? Уалейкум салам. Мен Шымкенттен хабарласып тұр едім қазір. Иә. Бізде мына Шымкентте ешқандай жерде бензин жоқ. Сол бензиннің өзін талонмен дейді. Қандай бензин? 92 ғой, иә. Сол жаңа заправкілердің өзінде өздерінде талонмен дейді, үстінен мысалы 1000 теңгеге бензин құятын болсаң, үстінен 200 теңге, 100 теңге қосып берсең, солар өздері бізде талон бар, анау мынау деп жаңағыдай.
Спекуляция басталып дешеш енді. Эми спекуляция, таза спекуляция ғой енді ол. Жақсы, сұрағыңыз жақсы. Иә. Ұзаққа сөйлемен не дейсіз? Бұл талонмен берілетін себебі жаңағы тапшылық болғаннан кейін мұнай шығаратын, мұнай сататын организациялар бірінші орында мысалы автобусный парктермен, сосын мына халықтың пайдаланатын санитарный служба, тағы басқа солармен сөзге тұрып, келісімге тұрып, солармен контрактымен жаңағы нететті, оларға талонды береді. Оларға жаңағы міндетті түрде осы талонмен құйылады деп. Енді ол талонды жаңағы біреулер сатып, оны деген жаңағы пайда көретін болса, ол әрине өте дұрыс емес. Ол деген жаңағы заңдылықты нені бұзу деген сөз. Не болғанда да бүгінгі АИ 92 бензинді үкімет қадағалап отырады оның бағасын. 128 теңгені өткенде үкімет тағайындағаннан кейін одан артық бағаға сатуға болмайды. Ондай бұзылған жағдай, тәртіпті бұзылған жағдайда әрине оны деген жаза беру керек оларға деп ойлаймын. Зокка Сулейманович, я как раз принимал участие на вашем брифинге об этом, после заседания правительства, я помню. Вопрос, знаете, в чем самое главное? Все-таки, вот исходя из вашего выступления, я понял, что у нас сегодня хватает 1 миллион тонн нефти, да? Нет, 1 миллион. Бензинов. Бензин не хватает, 1 миллион. Бензин не хватает, 1 миллион. Из этого я делаю вывод, что нет необходимости строить 4-й завод, или как? Или в плане есть какие-то? Планы есть, планы уже осуществляются. Дело в том, что, учитывая, что вот такая ситуация, она не первый год, в 2010 году была принята программа по реконструкции всех 3 наших заводов. При этом, во-первых, увеличивается их мощность, и второе, это повышается качество бензинов и нефтепродуктов. И в результате реконструкции, которая закончится в 2016 году, у нас страна будет обеспечена полностью собственным ГСМ, в том числе бензином, дизтопливом. И таким образом это будет порядка 18,5 миллионов тонн переработки, сегодня 14,5 у нас. И тогда мы обеспечиваемся полностью вот за счет этих 3 заводов после реконструкции. Вопрос еще стоит о 4-м нефтеперерабатывающем заводе. Он, вы знаете, обсуждался, глава государства дал поручение рассмотреть его. Мы по нашим расчетам, которые мы сделали с учетом прогноза развития страны и программы ГПФИР, получается, что мы, запустив в 2017 году уже модернизированные заводы, которые, с одной стороны, просто увеличивают объем переработки, с другой стороны, повышают выход светлых продуктов. И глубина переработки достигнет 90%. То есть за счет этого мы уже получаем значительный объем ГСМ, и его хватает нам полностью обеспечить где-то до 2024 годов. С 2024 года начинается снова дефицит дизтоплива, но к этому времени мы должны принять вопрос, решить вопрос о строительстве уже еще мощностей новых. Тогда, после анализа всех возможностей и так далее, видно, что сегодня мировая практика такова, что наиболее оптимальный завод строить, экономический и так далее, это 10-миллионник на 10 миллионов тонн. Но такого количества Казахстану в то время не нужно. Нет необходимости. Необходимости нет, потому что мы находимся с соседями нашей, и Россия, и Азербайджан, и Китай, и другие все нефтяные страны, которые у себя есть достаточно много нефтепродуктов, в них мы не импортируем. Так, и, значит, чтобы поддержать возможный будущий дефицит, мы заранее должны проработать вопрос увеличения мощности. И наиболее оптимальным выходит расширение еще на 1 завод, скажем, условный, на Шымкенте. Потому что Шымкентский завод изначально, в советское время еще, когда строился, он запланирован на 12 миллионов тонн. Его инфраструктура, площади, все подготовлено на 12 миллионов тонн, но в силу разных обстоятельств мы сохранились на 6. Но теперь есть возможность в дальнейшем его расширять. Насколько его расширять, это уже будет видно по потребностям и развитию Казахстана к тому времени. И кроме того, это наиболее густонаселенный и наиболее употребляемый ГСМ регион. Да. Так,
И из всех возможных экспортов, которые могут быть эффективно сделаны за счет ГСМ, у нас больше смотрится южная сторона, включая страны, которые находятся по южной границе. Остальные у нас мы, наверное, там не сможем. Поэтому уже тогда будет решен вопрос, на какую величину надо будет расширять Шымкентский завод. И к этому времени мы это решим. Еще телефон звонок, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Алло. Да. Алло, ассаламу алейкум. Валикум Ирак салам. аға. Алло. Я айта беріңіз. Мен вот айтайын, уважаемый Ирак аға, вот мы обсуждаем этот ежедневно по дефициту бензина. Да. Теперь везде это проблема одна. Нету бензина, суррогатный бензин где-то выше 128 продают, как говорится. Теперь мы зависимы по этому бензину. Хотим обратиться в другие страны. Ссылаемся на уборку урожая, как говорится. А вот что делало 20 лет наше правительство во главе с господином Масимовым, с премьер-министром? Ну, жақсы енді. Қалай айтасыз енді? Оңай емес қой, завод салып беру бір да? На самом деле, строительство таких заводов, как 10-миллионники, они стоят порядка 6-7 миллиардов долларов. Просто так взять и построить завод, это тоже проблема непростая. И нагрузка непростая. При этом должен быть очень хороший рынок, который быстро окупает эти инвестиции. И сказать, что правительство ничего не делает, это будет неправильно и несправедливо. Как я сказал, в 2010 году принята большая программа по реконструкции завода. И нет смысла, и ради того не хватающего там миллиона тонн бензина, строить новый завод, 10-миллионный завод. Поэтому принято решение о расширении и реконструкции действующих заводов. Это очень правильные и разумные меры, которые уже осуществляются. И мы в 2016 году завершаем эту работу. И тогда мы получим уже полную независимость от внешних поставок. Независимость, она не может приходить в один день по разным направлениям. В это направление она требует определенного времени, вклада инвестиций и решения этих вопросов, технических, строительства и прочее. И поэтому эта программа сегодня действует, и она в работе. Сапар Сулейменович, я вот знаю, что буквально на днях будет встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Владимировича Путина в Атырау, а до этого будет встреча, связанная в Астрахани, связанная с прикаспийскими странами. И оба эти вопроса касаются вашего министерства, насколько я знаю. Это связано с шельф Каспий. Как идет подготовка к этой встрече? Ну, подготовка к этой встрече идет традиционно по всем направлениям. Там, конечно, вопросы нефтегазовые в этих двух нефтегазовых странах всегда есть. С нашей стороны мы, значит, думаем, что к тому времени мы уже разрешим вот эти проблемы, которые сегодня возникают по поставкам из России. К тому времени мы можем даже разрешить эту проблему, да? Мне есть надежда, потому что мы разговариваем с министерствами России, с правительством. И это происходит не потому, что Россия не хочет. Так сложилась ситуация, вот именно в это время вот такие наложения нескольких моментов. Я думаю, она разрешится, и тогда это, наверное, будет просто информация друг от друга о том, что вопросы такого рода разрешаются. Что касается совместного сотрудничества нефтегазовой отрасли, то эта работа у нас и эти обсуждения идут практически всегда. И есть несколько проектов, которые мы работаем совместно с российскими компаниями на шельфе. Это месторождение Хвалынское, Центральное. Есть вопросы Курмангазы по разведке такого рода. Кроме того, есть совместные предприятия, которые работают на суше. Если там будут возникать вопросы, они, возможно, будут обсуждаться, но на самом деле таких вопросов, которые могли бы выноситься на уровень глав государств, мы сильно не видим. Полная информация, конечно... Это можно внутри министерства? Я думаю, да, это на уровне правительства, да? министерства. Мы очень активно ведем такую работу в связи с Евразийским союзом. У нас очень активная совместная работа. И я думаю, что мы здесь
многие вопросы уже будут решены к тому времени. Часть вопросов, подписание новых соглашений и так далее, тоже готовится не только по работе не только по нефти и газу, по другим направлениям тоже делается, и мы думаем, что если то, что не успеваем на эту встречу, это есть встреча. Мы продолжим сейчас. Мы Еще продолжим, телефон звонок. да. Завхоз Сулейменович. Мы вас слушаем, пожалуйста. Алло, Говорите. Здравствуйте. Слышно меня? Да? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот все время нефть, бензин, а у нас вот я слышал, что программа есть по развитию какой-то зеленой энергетики альтернативной, и что даже вот если я захочу себе поставить ветряки или солнечные батареи, государство вроде бы какую-то программу разработало и будет какое-то даже софинансирование. Это правда? Ну, хороший вопрос. Это правда. Действительно принят закон об возобновляемых источниках энергии. И в соответствии с этим законом сейчас отрабатываются уже непосредственно подзаконные акты, которые позволят людям именно работать вживую, как говорится. Его основа заключается в том, что, например, если будут применяться альтернативные источники энергии, вырабатывающие электроэнергию, так, и тогда можно будет, они наверняка будут пока дороже, чем обычные традиционные энергии. То разрабатывается сейчас возможность погашения части стоимости этой энергии, чтобы она была конкурентной на рынке. Для этого необходимо создавать единый орган, который должен учитывать эту энергию, которая поставляется от таких источников, и выравнивать его. На сегодняшний день влияние вот такого, такой, будем говорить, поддержки государственной к альтернативным источникам энергии, оно где-то на уровне 0,3%. Мы только встаем на этот путь. Поэтому это не такие большие влияния на общие вырабатываемую энергию и на его тарифы. Такая работа сегодня идет, и на самом деле мы уже замечаем, что особенно в отдаленных регионах, отдельные чабаны, там, вот есть кто живет отдельно совсем в степи, мы уже видим там больше, конечно, китайские солнечные батареи, я уже сам видел, которые обслуживают уже их вместе с ветряками, аккумуляторами. Они китайские, мне сказали, потому что они наиболее дешевые сегодня и достаточно нормально обеспечивают им жизнедеятельность. И я думаю, что это направление уже наше население уже само занимается без всяких там субсидий, не ожидая, просто из-за того, что это выгодно. И с другой стороны, работа, которая ведется со стороны правительства, она на сегодняшний день находится в разработке, и мы думаем, что в ближайшее время мы уже увидим непосредственно четкие инструкции, четкие механизмы перераспределения тарифов на такую энергетику. Тем более, что у нас впереди Экспо 2017. До этого времени мы уже должны совсем уж, как говорится, свободно управляться этой энергией, и заинтересованность тех, кто будет вырабатывать такую энергию, должна быть поддержана. Завхоз Сулейменович, вот как раз продолжаем, может быть, мы потом возвратимся к моему вопросу, но я не могу не задать этот вопрос вам. У нас большие, огромные запасы урана, угля. Что-то предполагает министерство повернуться лицом к этой проблеме? Во-первых, мы действительно по углю, если сегодня порядка 100 миллионов тонн мы добываем, то этих запасов у нас при такой добыче хватает что-то порядка 500 лет, оказывается. И это огромный ресурс. И точно так же по урану мы сегодня занимаем первое место по добыче. И такой ресурс тоже он есть. На сегодняшний день эти проблемы, значит, это не проблемы, это, вообще-то говоря, наше достояние. Что Бог подарил. Но в то же время, только что мы говорили о альтернативных источниках, и сейчас вот про традиционные говорим. Сейчас разрабатывается программа по углехимии. Сегодня, опять же, наши китайские коллеги нас значительно опережают. Есть очень большие комбинаты, которые перерабатывают уголь в синтетические нефть, в топливо. Вот. И сейчас вот у нас ведутся активные переговоры с компаниями,
который уже не только теоретически, а практически уже занимается этими делами. Я думаю, это очень хорошее направление, которое будет, как говорится, подспорьем при таких запасах, которые мы имеем в Казахстане. Аллах подарил, как говорится, Казахстан такой. Еще телефон звонок. Мы вас слушаем, пожалуйста. Говорите. Алло. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот сейчас в СМИ говорят, что месторождение Кашаган поизменили держателя. То есть оно сейчас кому принадлежит? Это правда или нет? Про смену оператора на нефтяном месторождении Кашаган говорят. Это правда? Не поменяли, оператор просто поменяли, мне кажется. Ну, Сейчас каждый... во-первых, в соответствии с нашей конституцией и законодательством, недра принадлежат государству. Ими никто не может владеть, кроме государства. Другое дело, по договору государство допускает недропользователей, которые на определенных условиях разрабатывают это месторождение, и полученные доходы делятся между принимающей страной и нефтяными компаниями. На Кашагане состав недропользователей не меняется. Там недропользователи создали операционные компании, которые непосредственно занимаются вопросами добычи и подготовки углеводородов. Эта компания называется North Caspian Operating Company, NCOC, мы уже привыкли к такому аббревиатуре, да. И он не меняется. Другое дело, он реструктуризируется внутри. Это связано с тем, что, во-первых, та модель, которая раньше была, где каждая компания отвечала за отдельные направления в этой деятельности, теперь она становится объединенной с единым, как говорится, руководством. И мы считаем, что это позволит, во-первых, и эффективность поднять, и, с другой стороны, сократить количество управленцев, которые на этом проекте. Я знаю, что они переехали, большинство переехали в Атырау, да? Да, сейчас принято, мы, значит, в переговорах с компаниями мы пришли к общему мнению, что этой компании надо быть ближе к тому месторождению, на котором работает. Здесь будет представительство небольшое для связи с госорганами и так далее. А в основном операционные компании переезжают в Атырау. Вот, и поэтому таких изменений каких-либо нет. Это идет реконструкция только внутри оператора. Зулкан Сулейманович, я вот, время уже заканчивается, вопросов у меня много было, но я не успеваю. Кадровые вопросы как у вас решаются? Значит, если говорить о кадрах, которые работают в нефтегазовой отрасли, сегодня, по нашим сведениям, работает порядка 81 тысячи человек. Из них 97% являются казахстанские работники. В соответствии с законодательством по казахстанскому содержанию у нас каждый уровень специалистов, на него поставлено минимальное количество, которое должно быть, должны работать казахстанские работники. Вот, например, первый уровень – это высшее звено руководства, высшие там руководители, должно быть не менее 70% казахстанцев. По второму инженерные кадры и менеджеры, и третий рабочие, квалифицированные рабочие, должно быть не менее 90%. Вот на этом мы завершим, Да. потом вы продолжите. Самое главное, надо успокоить наших телезрителей по дефициту бензина. Что скажете? Но по бензину. В один момент сейчас эта ситуация, конечно, изменится. Но ситуация такова, какой мы сегодня находимся, есть дефицит бензина. Заводы наши загружены полностью. Я знаю, что вы даже отодвинули ремонт плановый. Да, мы отодвинули ремонт, который должен был в течение месяца проходить в Шымкентском заводе. Его передвинули на весну. Для того, чтобы вот этот месяц не стоять, а именно вырабатывать бензин. Например, по выработке бензина сегодня мы идем на 113% к плановому. То есть заводы сегодня напряженно работают. Но кроме того, значит, вот эти договоренности, о которых я говорю, имея подписанные контракты, по разным случаям не можем получить, но это, я думаю, должны Мы на этом завершим. Да, и в итоге, я думаю, мы в октябре, во второй половине должны уже решить эту проблему. Ну что же, время нашего эфира заканчивается. Напомню,
что сегодня у нас в гостях был первый вице-министр энергетики Республики Казахстан Завкат Сулейменович Карабанин. До свидания. А вам огромное спасибо. Вам спасибо за возможность.